У каждого человека есть на земле уголки любимые. У меня, как и у многих, наверное, много таких уголков. Это в Молдове Гагаузия, в Казахстане это город Урал и Западно-Казахстанская область. В Украине это Одесса. Естественно, родина на юге Урала, Соль-Илецкий район, как же без нее. На Сахалине, естественно, юг самый привычно. Вот и многие-многие территории. А в Таджикистане, которая по территории представляет собой участок земной суши в размере 143 тысяч километров. Вот из них 26 тысяч километров, вот Сагдийская область, где-то по переписи или по данным статистиков, что ли, прошлого года, здесь проживало 2 миллиона 800 тысяч человек. Ну и здесь вот ряд городов и населенных пунктов, где ваш покорный слуга был, ездил. Меня показывали там по телевидению. Брали интервью на радио и на телевидении, в газетах. И сам публиковался в газетах. Первая моя публикация в Таджикистане увидела свет где-то в 7-м ли году, в начале 8-го года, когда на Наврузе я встретил студента из Таджикистана. Навруз проводила азербайджанская община в Доме дружбы народов. И вот один из студентов, он из Таджикистана, у него папа оказался журналистом. И я написал материал о том, как живут выходцы из Таджикистана в Татарстане, как община поживает сагдийцев. И вот там напечатали, потом заинтересовалась татарская община, пригласила в гости. 2 недели побыл, поездил. И в некоторые населенные пункты неоднократно. И вот по возвращении оттуда публикацию дал в газете. Горный мотив татарской музы. На телевидении, это чуть не сказал центральное, областное телевидение. В этом, как в прямом эфире, кстати, это происходило. Потому что я на записи опоздал. Был как раз вот в Исфаре. Вот. Сагдийская правда. Областная газета. Где вот как раз я праздник дружбы народов, дружбы труда. Писал как раз про Сабантуй, который проходил в Худжанде. Это областная газета Сагдийской области. Город Худжанд. Вот. Кстати, хочу сказать, что в области выходит и, учитывая довольно значительное число узбеков, выходит газета Сухт Хакикате, Сагдийская правда на узбекском языке. Это юбилей газеты был. Вот их замечательный редактор. Я попал на юбилей газеты. Очень тепло приняли. Вот, хочу сказать, вот довелось даже стать героем публикации, где мой юмор перевели на узбекский язык, напечатали.
Я, в общем-то, пропагандировал наш журнал сатиры и юмора одновременно. Татарский журнал. Спустя 4 года после возвращения я разродился публикацией. Публикации я разродился по возвращении. А вот спустя 4 года по Дню братского народа Татарстан-Иман, мой Татарстан, выпустил книгу. Такой вот половина, 1/3, наверное, посвятил нашим отношениям с Востоком. В частности, Таджикистаном. И вспоминал самые приятные моменты. Это, кстати, выходцы из Таджикистана. Я их там обнаружил в Истаравшане. На Сабантуе познакомились в Худжанде. И в Истаравшане они проживали. У них дети в Татарстане проживали в Нижнекамске, город Нижнекамск. И они дали мне адрес, я потом их посетил. А до этого я в Таджикистане у них гостил. Они провели по всем татарам, которые там, по всем, ну, по многим, многие, в общем, у многих татар побывали, и все практически принимали как родственника. Это вот в Доме дружбы народов. Господин Гасими Парвиз, это атташе по культуре, генконсульства Ирана в Татарстане. Это вот о наших таджиках как-нибудь отдельно могу рассказать. Сейчас это становится, эта книга уже библиографической редкостью, потому что я ограниченное число выпустил этих книжечек. Это на телевидении, это в газете, редакции газеты. Это с татарками города Шуроба. Шуроб переводится с таджикского как соленая вода. Да. Вот в прошлом году на конгрессе, на 8-м съезде Всемирного конгресса татар в Казани ко мне подошел высокий статный парень и спросил, узнаю ли я его. Я ответил нет, естественно. Он говорит, вы были в Таджикистане у нас в гостях, вот, и мама вас еще пригласила в гости. Вот их мама. И третий слева это папа этого парня. А вот этот у нас товарищ сидит, это дядя этого парня. И, в общем-то, мне было передано приглашение посетить Исфару. И вот я вспоминаю своих родственников в других республиках, скажем, там, некоторых из них, которые забывают, мягко скажем, там, пригласить. Я говорю, ну и ладно. Бывает, как говорят, Аллах закрывает одни ворота, открывает другие, что ли. И Аллах, как сказать,
ворота закрывает перед одними родственниками и по желанию этих родственников, и открывает перед другими. У тебя другие родственники как-то приходят. Появляются родственники не кровные, а родственники по духу. Вот. Как-нибудь, если у таджикских братьев будет интерес, естественно, мы к теме вернемся. И подробно расскажу о некоторых из них, об этих людях. Сейчас вот уже эта книга была выпущена в 2008 году. Ой, в 2012 году, простите. Вот. Сейчас это уже некоторые. Вот этот товарищ у нас на родину вернулся. Замечательный, кстати, человек. Он из Хатлонской области, если не ошибаюсь. Подтянул его в родные места. В Екатеринбурге, когда я во время уразы жил, там оказал некую услугу, там, ну, телефон дал позвонить в Татарстан, ему вот, в смысле, чтобы могли ему позвонить, его друг. И потом, когда я приехал тогда я уже в Татарстан, и меня вот пригласили в гости. Он, значит, сдержал слово, которое дал своему другу. Слово дал своему другу в Татарстане, что пригласить меня в гости. И очень тепло приняли. А это у нас наш Рахмуддин Гиосов, он как-то выпадает как-то из общей массы. В каком смысле? В том смысле, что он не проживает в Татарстане, он проживает в городе Екатеринбурге, настоятель мечети Рахмуддин, Хаджи имам Рахмуддин, да, вот как раз он тогда был. Вот, и я о нем тоже рассказал. В этой книжечке. Еще не проснулся я, извините, слишком поздно лег. Я уверен, что вот если поехать, то можно проехаться опять по этим адресам. Как вчера я одному таджикскому парню, торговцу сказал, что я и в Худжанде ночевал, и в Истаравшане ночевал, в Исфаре ночевал, в Паласе ночевал, в Чкаловске ночевал. В общем, достаточно мест было, где я. Вот особенно как будто в раю был. Вот здесь у нас, оказывается, это город Тяньшань, здесь вот. Для нас это с детства в школе учили, там в горах Тяньшаня наши путешественники были. Казалось, это где-то далеко, недосягаемо. Оказывается, было. И вот где-то у нас, если вот в эту сторону, вот в эту сторону, у нас там получится, знаете, Иссык-Куль, Кыргызстан, Иссык-Куль. И вот я ездил в 2015 году туда на международную конференцию Уркун. И было, ну, очень, как у нас обычно любят выражаться, классно. Вода, запах этой воды, рядом горы, курорт стопроцентный. А вот все равно, ну, я хочу сказать, вот здесь тоже побывал я в 2008 году, но уже все-таки вот впечатления детства сильно перебивают впечатления от посещения в 2008 году. Это вот, знаете, вообще бывает, что не бывает, а у человека по молодости, чем он моложе, тем лучше у него, допустим, даже вкусовые рецепторы работают. Он более остро чувствует вкус еды. Ну, много факторов тут. Вкусовые факторы. Помимо него есть еще остальные. Я думаю, и слух, и все остальное. И вот то же самое, когда в детстве какие-то впечатления пережил, они или сознание, или память более
восприимчивый, там, значит, поэтому как будто в раю побывал. Я там даже в интервью телевидению рассказывал о том, как вот это голубое небо, голубая вода, гладь воды, они впечатлили, произвели неизгладимое впечатление на сознание тогда совсем еще юного, даже юного отрока. Даже вот Худжанди, Пянчамбе, базар, тоже он двухэтажный, произвел впечатление. Спустя много лет я посетил этот базар, и вот я даже в этой вот, кстати, хочу показать, вот он базар, Пянчамбе. Много лет спустя вновь побывал на этом базаре, но уже не то. Что произвело впечатление, так это землетрясение. Раньше вот, знаете, журналист сидит в каждом из нас, даже вне стен редакции, даже. И когда я как-то слышал, или от рождения уже во мне эти чувствовались черты журналиста, я раньше слышал о землетрясении, маленький был, крайне мал был еще дитя, и вот остались на слуху как-то воспоминания или там впечатления родственников наших, приехавших из Узбекистана, рассказывали о землетрясении в Ташкенте. Я годы спустя там был, в возрасте 13 лет, что ли, там, и жил в старом районе, чудом не разрушившемся, район, значит, Сабир-Рахимовский район, улица Чагатай. Я долгие годы все думал, что кто такой Чагатай, не герой или какой-нибудь Великой Отечественной. Оказался один из монархов или как-то. Вот эта территория была, и как раз хан, что ли, Чагатай, оказывается, в честь него и назвали. Вот. Я еще помню, там вот эта улица Чагатай, Фараби. Какой-то, не помню уж сейчас, какое название-то. Вот сейчас, что ли, Фараби, а тогда Чагатай, или наоборот. И вот я помню вот эти узкая совсем улица такая, буквально 1,5 метра, может быть, ну, 2 метра, наверное, шириной, тупик. Его не улица назвали, тупик называли, да. Тупик такой-то и дома там. За глухими заборчиками дома. И вот дядя наш, участник Великой Отечественной войны, мамин брат, я у них гостил, но большей частью мы гостили вот здесь вот, Ташкентская область, Галабинский район, совхоз хлопководческий, совхоз пятилетие Узбекской ССР. Там жили в Черчике проездом, когда Янгиюль проезжали, в Черчике купались, и здесь в Арыке купались. Мороженый цех, я рассказывал, лимонадный цех работали в совхозе, был прекрасный стадион. Сейчас я когда вот в прошлом году, кажется, зимой в парке рассказал о том, как замечательно тогда жилось, и природный газ там водился, природный газ там был, и все прочие прелести социализма. А у нас в это время не было газа, только, чуть не сказал, бачковый, баллонами газ привозили из областного центра за 60 и 60, 120 километров от нас всего. И очень поздно, какие нулевые, что ли, годы только, наверное, в нулевые годы только появился у нас этот природный газ, так называемый, притянули трубы тогда. И то, значит, чтоб до села дотянули, а дальше, как я чуть не сказал, советская власть, дальше наша власть устала, как сказать, вот. И люди сами платили, а у них были паи, там, когда совхоз развалился, и землю выдали каждому по числу едоков, так сказать, паи, и они эти паи потом продали одной сельскохозяйственной артели из Самарской области. Те у них паи выкупили, и люди на эти паи провели себе газ. Рагунская ГЭС. Кстати, ее все строили тогда.
постоянно приходилось слышать, одно время, когда не было электричества, они страдали от нехватки электричества. И я в 8 году, когда летал, а у них в 6 году были ужасные холода, кажется, в 6, и рассказывали ужасные вещи, как там даже в детских ли домах или там дом для престарелых, в больницах, софа, кажется, называть, да, и вот под софу ноги протягивали люди, закрывали одеялом, и там свечку жгли, и пытались теплом от свечек согреть ноги, ожоги получали. Ну, я все подробности не буду говорить, потому что кому-то из властей Таджикистана не понравится, что я вспоминаю то, что было. То, что было, какие сложные условия. С электричеством проблемы были, да, действительно. Как раз вот именно зимой, там у моего знакомого, там я приехал, жил я вот в Палас, у него там шикарный условия, бассейн для рыбок, бассейн для людей. И я там, татарская община меня поместила туда. И я, значит, услышал от него, у него там были какие экзотические деревья. У него был 16 соток, кажется, 16 соток. И на этих 16 сотках он там много вырастил разных деревьев там. И вот они, многие замерзли, эти деревья, в холод. И люди вот страдали от нехватки электричества. Им просто условия, ну, в общем, утром включали на 1 час свет, и вечером на 1 час свет включали. Люди успевали зарядить все. Ну, не хватало электричества, даже когда я летом приезжал. Ну, вот говорили, что если человек, сколько он долларов забыл, 100 или 300, 100, наверное, тогда доллар не так дорого стоил, 300, наверное, долларов, скорее всего, да, если платит, то целый месяц у него зеленая линия, так называемая, он может пользоваться электричеством в безграничном количестве, что ли, так. Вот. В то время вот активно строили Рагунскую ГЭС, вкладывались, чтобы обеспечить людей электричеством. И когда мы ехали по городам Татарстана, и меня вот приехавшие как раз из Таджикистана татары, они сейчас переехали в Нижнекамск к своим детям. Вот эти татары просили, где-то у меня была фотография их там. А, да, в книге, вот мы как раз на фоне мечети. Вот, они попросили меня сфотографировать проспекты наши, залитые светом, для того, чтобы продемонстрировать там, в Таджикистане, продемонстрировать среди родственников, знакомых, вот как в Татарстане, дескать, много света. Вот они в Нижнекамске сейчас проживают, коттедж у них уже все. Они вот когда приезжали, мы в Казань ездили. Ну, сейчас, надеюсь, в Таджикистане тоже залитые светом проспекты, думаем. Так что проблема, наверное, в массе своей решена. Уже тот кризис благополучно, надеюсь, избежали. Тут у меня на Памире, в горах, брат родной, к сожалению, ныне покойный, служил, радистом был. И вот он рассказывал о том, как они... В общем, они ли доили тоже Яков, или они ходили в гости, а там очень гостеприимный народ в горах. Очень гостеприимный. Они даже, вот, он говорит, пил чай, жирное молоко. Вот они крепкий чай с жирным молоком. Я уж в татарском варианте рассказывал о том, как у нас это, наверное, чай, это так уж настолько в нашем роду любят чай, когда отец выходил во двор каждый раз на пенсии и, поработав полчаса, привлекая, допустим, меня или кого-то из братьев, которые приехали в гости, привлекая к какой-то работе во дворе, через полчаса он все бросал и говорил, пошли пить чай. И вот в течение дня постоянно только чай. И вот другой брат тоже рассказывал, он когда в Одессе закончил, там 3 брата в высшее учебное заведение закончили родных, 1 остался живых, 2 там в Одессе остались, 1 уехал, 2 остались там в Одессе, и
тот, который уехал, рассказывал, как он приехал у нас в нашем районе, соседнее село, там, вдоль границы с Казахстаном. И утром, когда он шел в школу, русская бабушка, у которой он жил, она наливала ему крепкий-крепкий чай, заправляла сливками, и он постоянно вспоминал с восхищением, вот какой был вкусный чай у него. Индийский чай, видно, заваривала она. И вот у нас чай. Здесь вот в Таджикистане пьют в основном зеленый. О нем, если рассказывать, об этом чае, конечно, много интересного, необычного можно рассказать. Зеленый, если не ошибаюсь, 96-й или 95-й, он называется китайский чай. И сейчас вот здесь я заметил, уже постепенно у меня знакомые, прихожу в гости или как там, общаюсь, вижу, они пьют черный чай с молоком. Я говорю, вы уже татарами стали, вы никак не таджики. Таджики же пьют зеленый чай, они смеются. Вот. И вот Сагдийская область, это самое любимое место на территории Таджикистана. У нас тут вот Душанбинскую область я так и не посетил. У меня особенно желания не было. У меня, знаете, не в обиду будет сказано, принцип такой. Я вот поездил по государствам Закавказья, там, в других местах, и всегда вот замечал и говорил, что чем крупнее город, тем, простите, сволочнее народ. Чем меньше город, тем добрее народ. Поэтому, когда маленькие населенные пункты, там гостеприимно очень, открытые сердца, очень приветливые. Но если, конечно, вот я, положим, поеду в Душанбе и там встречу гостеприимство и доброту и сердечность, естественно, потом буду по частям отказываться от своего убеждения. А так вот я вот еду, положим, в города, очень крупные города, они почему-то оставляют такое впечатление, что там человек просто ничто, а чем мельче город, тем добрее, приветливее, гостеприимнее, душевнее, отзывчивее люди. Это, например, я заметил в 97 году, когда мы всю Грузию проехали от Тбилиси, проехали и до самого моря, вдоль моря, Поти там, где мы ночевали. Постоянно мы обращали внимание на то, как люди вот в маленьких населенных пунктах, они светятся добротой их глаза, которые, как известно, являются отражением их сердец. У нас тут проживают очень много выходцев. Они гражданство приняли российское. У многих вид на жительство. Вот я когда книгу писал, я всегда интересовался. И практически все были гражданами уже Российской Федерации, эти таджики. Вот они как раз, о них писал я. И общение с ними, вот сбор материалов для книги позволил сделать какие-то умозаключения относительно того, какой менталитет у них, как он. И вот сейчас я смотрю, ментально они меняются. Ну, с кем поведешься, как говорится, от того и наберешься. Они же здесь общаются с представителями разных национальностей. Город сам нивелирует некоторые качества в людях. Допустим, в селах люди попроще. Вот раньше в Советском Союзе, когда я жил, мне мысль в голову пришла. Думаю, а вот, слушайте, если вот у нас сколько в селе проездом горожане там из городов, из Оренбурга, Соль-Илецка, других городов проездом, рыбаки, охотники. Нет, они не просились, мы их приглашали в гости просто ночевать. А вот, допустим, я думаю, еду там Оренбург, и представьте, я там зайду к кому-то первый попавший, постучу в дверь, а можно у вас переночевать? Мне кажется, за редким исключением, я просто потом предметом шуток буду на долгие годы в этой семье. Странно выглядит, да? А в селе, вот представьте, вот постучится из города кто-то, можно у вас переночевать? И будет обратная картинка. Редкий случай, когда, допустим, скажут, нет, что вы. Вот, идите в хлев как-то там или куда. А так вот
Я говорил, что у наших родителей в крови это было гостеприимство. И осенью, когда я вот в кино убегал, я рассказывал, что убегал я в кино без спроса, за это могло так достаться на орехи мне от отца строгого. И я, когда шел домой, я всегда вот с кино и видел там, вышли раньше меня ребята из клуба и окружили там какого-то охотника или рыбака из Оренбурга за 120 километров от нас. Он не знал, где переночевать, потому что ноябрь, конец октября, уже холода. Ему сложно было провести ночь под открытым небом. И я просто брал его за руку и вел домой. И никогда родители мне не делали замечания. Отец радовался приходу гостя. Мама там у нас как тахта, на тахте скатерть. На скатерти появлялся или бишбармак, когда ели что-то, или что там ели, со всеми вместе супли. И гость рассказывал, никакого алкоголя, естественно, гости из Оренбурга, русские или там, или, значит, казахи проезжали, которые в Казахстан ехали и на ночь глядя у нас оставались. Мама их приглашала, и они даже вот, когда они проездом были, у нас последняя крайняя улица, можно сказать, почти, и они спрашивали у людей, у кого здесь можно переночевать, и все дружно показывали в сторону нашего дома. И вот проезжающие всегда находили приют. И родители радовались всегда новому человеку, можно было поговорить. Для отца, который не пил, который читал намазы, который читал Коран, сидел, иногда он валенки там, что, как там, значит, ну, не знаю, как с таким шилом, значит, он так, подошвы к ним пришивал, что ли, суровой ниткой. Мама вязала, им вечерами было скучно, хотел с кем-то поговорить. И они гости принимали незнакомого человека, слали ему белые простыни, и рыбаки как-то удивились, вот те же татары были какие-то, оказались из Оренбурга, потом русские какие-то, и они уезжали с глубокой благодарностью в душе, а потом как-то и в Оренбург приглашали, и почему? Потому что нас родители принимали их как дорогих гостей, как родственников долгожданных, и белый просто не стелили. У нас семья большая, у нас 10 детей у родителей выросло, и мы, честно говоря, росли и до совершеннолетия не видели белых простыней. Потому что это, знаете, каждую неделю замучаешься, у нас у родителей 10 детей, и постоянно у нас где-то в семье с родителями, с дедушкой, бабушкой около 8 человек постоянно садилось на тахту покушать. И представьте, кроме одежды еще давай стирай, кроме верхней одежды, кроме вот такой комнатной одежды, еще постирай белье, еще белое, оно надолго ли хватает. Тем более баня была раз в неделю, естественно, душевых тогда не было. Я бы там даже сказал бы, что у нас в школе какое-то время, там даже, не поверите, это при Брежневе было. Вот. Вши, простите за подробности, завелись у всей школы. Это о чем говорило? А о том, что вот у нас газа не было природного. Дровами топили, дрова дефицит. Кизяком, как известно, баню не топят. Дома топят вот печки, а баню не топят. Дрова. Дрова редкость. Углем каменным тоже не топят бани. Дрова. У нас, я сказал, не лесистая местность. Сейчас это вдоль Илека, там очень много деревьев, целые прямо леса выросли. А тогда не было и дефицит дров, баню топить, это был, знаете, праздник великий. Вот. Бишбармак был, ну как сказать, простите за грубое сравнение, расплюнуть. Это бишбармак, это нормально. А баня это была сложная проблема. Сейчас вот приезжаешь, например, баня, легче гораздо, вот газовый там котел и прочее. А бишбармак, конечно, более проблемная это затея. В основном из уток бишбармак делают, овец мало, и летом они на выпасе, осенью, зимой едят. У нас вот кур ели, например, и иногда замороженное мясо в холодильнике лежало, когда гости приезжали. Вот. Ну, мы говорили про Таджикистан, но так как, значит, гостеприимство свойственно этому народу, и очень много представителей, вот даже вот у нас Тимирова, фамилия ее, она, значит, у нас, я вот приводил ее фотографию.
Это она русская женщина. Супруг ее, ну как, если позволительно, от смешанного брака крымского татарина и таджички, наверное, скорее всего, если не наоборот. И вот его родной брат они. И там у них вот, когда чай подают, прижимают одну руку к сердцу, а другой протягивают пиалу. А я тут как раз у них принял душ и типа бани, поэтому жажда меня мучила. И забыл я, ну не то что забыл, не знал о традиции. Значит, если гость сидит, и ему хозяин наливает, и вот каждый раз с церемонией, прижав правую руку к сердцу, а левую, значит, протягивая с пиалой чая на донышке, называется с уважением, то, оказывается, если гость собирается пить много, когда это свои собираются, они говорят шутку вам с уважением или без уважения. Это в основном русские там рассказывали мне, например, в киоске дама одна в городе Чкаловске у Дворца культуры рассказывала мне, когда мы собираемся, сразу спрашиваем, тебе с уважением или без уважения? Значит, когда жажда мучит, давай без уважения. И полную пиалу наливали. А так, значит, на донышке пиалы и протягивают. И если гость, оказывается, жажда его мучит, он должен забрать чайник себе и сидеть наливать. Но я не знал об этой особенности и замучил хозяйку, которая уж без конца мне вот с церемонией такой подавала чай. Вот. Ну, я надеюсь снова посетить эти края и отблагодарить этих замечательных людей. Вот. Незаметно пролетели 36-37 минут. Поэтому я вот все-таки... Раньше мне казалось, короткие видео я сниму, и люди посмотрят, там лайки. А сейчас думаю, да мне качество важнее. Люди послушали, посмотрели обстоятельно, в спокойной манере я им видео преподнес. Они там в процессе моего разговора о чем-то задумались. Вот когда я быстро вел за короткий период, там, допустим, какой-то видеорепортаж, некоторые люди просто потом испытывали как-то неудобство, потому что это и не говорит о том, что у них заторможенное сознание. Нет. Человеку что свойственно? А у каждого в сердце, как в душе, отзывается какая-то фраза. Ты говоришь что-то, у них какие-то ассоциации возникают мысленные, там что-то. И ты уже, пока не задумался об этом, в это время ты что-то о чем-то другом говоришь, и они не могут вникнуть, потерять могут нить разговора. Поэтому я решил вот спокойно, так, размеренно, чтобы... Буду вот так растягивать слова, чтобы спокойно рассказывать им. Вот это Дворух, это островок. Тут мы, в общем-то, когда в Шуроп ездили, вот Шуроп, да, и тоже как-то из Фары каким-то образом я удивился, это где мы ездили-то? Мы через Кыргызстан проезжали, там даже был этот... Село раньше, оказывается, и за ночь сель сошла с гор, и все село погибло. И несмотря на это, через какое-то время вновь там начали люди строиться. Вот. А Ворух, он вообще как анклав своего рода. А вот мы в Шуробе у татарок, я был в гостях, там у нее муж кыргыз, он умер, сын один тоже умер, и она, татарка там, такая пенсия очень скромная, мягко выражаясь. Безработица, там шахта была, где уголь добывали, но там уже шахта закрылась, и вот этот городок был 10 тысяч, потом к моему приезду, это в 2008 году, уже было 1500 и поселок. Но какая планировка, вы видели там, планировка в квартирах, выходы на балкон и с кухни, из зала, в однокомнатных даже квартирах. Вот, оно просто поразило меня, как, насколько там шикарные квартиры у них. Ну вот, к сожалению, и раньше праздники, наверное, проводили там. Вот. И как-нибудь, если интересно, еще найдем, что вам рассказать. А пока я хотел завершить на этом свой рассказ о Таджикистане, о замечательных людях этой страны.
о наших связях многолетних, многовековых, духовных, торговых. Если что, если будет интересно, и я благодарен гражданам Таджикистана, которые с удовольствием смотрят мои видео, я постараюсь в знак благодарности отметить им, как это, вернуть им сторицы, что ли, говорю, да, постараюсь это, чтобы это видео не последнее было, и еще на какие-то интересующих темы сделать видео. И я уверен, что они все-таки не теряют связи с Родиной, и на Родине их землякам будет приятно посмотреть, а вернее послушать, что я тут рассказывал. А особенно тем, которые живут в Татарстане. Вот, у нас как называется? Под небом братского народа. Поэтому мы должны рассказывать о них. Я считаю своей целью, задачей постоянно рассказывать о том, как проживают таджики в Татарстане, чтобы их по всей территории Российской Федерации и в Таджикистане смотрели, слушали и видели, как проживают, как проходит жизнь, какие радости, горести, не дай бог горести, конечно, как они у нас живут и, надеюсь, процветают в нашей республике. Ну, все, у меня тут время заканчивается. Так что всего доброго, спасибо вам за внимание. Рахматикаллах.